Я исполняю обязанности главы города Якутска. Рядом со мной руководитель нашей городской думы Александр Александрович Савинов. Евдокия Ивановна Евсикова, заместитель главы города Якутска. И начальник управления спорта и физической культуры нашего города Константин Семенович Бурсов. Мы очень рады гостям. И я думаю, что ваше пребывание в городе Якутске оставит приятные воспоминания. Мы, конечно, о Викторе наслышаны, видели, болели, и мы очень рады, что нашел время и приехал к нам в гости, как говорится, себя показать, поделиться опытом. Подрастающее поколение, как говорится, побудить к здоровому образу жизни, спорту. И, как говорится, очень отрадно, что живая легенда, как говорится, сидит рядом в городе Якутске. И я думаю, что визит Виктора, опять же, побудит нашу молодежь к спорту, к высшим достижениям. Такие вот, как говорится, первые впечатления. Я хочу слово передать Александру Александровичу. Пожалуйста. Ну, добрый день. Вижу, не уставшие, уже в колею вошли. Ну, во-первых, конечно, я хочу поприветствовать вас. Вы находитесь в самом крупном городе на вечной мерзлоте. Одно это слово говорит о том, что это уникальный город. На нашей действительно благословенной земле у нас очень короткое лето, длинная зима, и поэтому люди здесь крепкие, прежде всего духом, и для нас немаловажно взаимовыручка, взаимодействие и так далее. Но на самом деле вот именно Виктор побудил меня лично с интересом смотреть шорт-трек. Честно говоря, я не знал об этом раньше. Честно говоря, ну, все мы с детства борцы, там, индивидуальный вид спорта, да, сейчас уже более. И вот сейчас вот с приходом вот Виктора, наверное, это, надо сказать, большая смелость, да, Виктор, в непростой политической ситуации взять гражданство и выступать под флагом нашей великой страны. Но это было 8 лет назад. Но, тем не менее. Причины были совершенно другие. Это другая история. В любом случае, у нас политическая ситуация всегда была такая. Всегда кто-то хотел, если не посягнуть, то, по крайней мере, объявить не холодную, не настоящую, но холодную войну однозначно. Поэтому вот мы говорим, вот Дмитрий Андреевич правильно сказал о том, что, значит, ну, Егору Егоровичу, наверное, благодарность, что он вот инициировал, организовал приезд, да, для наших детишек. Их не так много. Чисто у нас в Якутске где-то порядка 49 ребят занимается, да, но это начало. И они уже выезжают по Дальнему Востоку, я знаю, выезжают, да. Вот. И тем более в условиях нашего крайнего севера, ну, один всего Ледовый дворец, я думаю, будет больше. Наверное, грех нам не заниматься этим видом спорта, конькобежным спортом вообще, ну и шорт-треком в частности. Ну и по, значит, физиологическим особенностям все равно любому народу, любой национальности те или иные виды спорта подходят. Ну, на примере Виктора, наверное, нам он тоже очень подходит. Да? Поэтому, конечно, огромная благодарность, и надо всегда понимать, и мы это четко понимаем, о том, что вот такие легенды спорта, шестикратный олимпийский чемпион, приехал, мастер-класс дал и так далее. Это все равно незабываемо, и оно всегда подвигает детей заниматься спортом. Вот. Сегодня у нас, значит, президентом была дана такая установка о том, что каждый 4-й житель должен заниматься, да, физической культурой и спортом. В последние годы у нас в Якутске это действительно начинает развиваться. И, ну, не только, я вообще по всем видам спорта.
Я сам вот занимаюсь, мы все занимаемся, вот, спортзалов не хватает. Конечно, поэтому строительство Катков тоже не хватает. Катков вообще не хватает. Катков вообще, я уже сказал, один у нас каток. Да. Который летом не работает. Половина катка. Благо мы начали с любительских катков, да, на озерах наших, на этих и так далее. Это есть, и надо видеть, сколько людей там занимается. Это говорит о том, что, значит, вот именно приезд, ваш приезд с Федерации конькобежного спорта и так далее, это здорово, поэтому огромная вам благодарность. У нас земля пропитана духом определенным, наша земля вообще, да? Ну, шаманизма не скажу, но, по крайней мере, есть дух такой, да, энергетический дух, тем более великая матушка река Лена и так далее. Мы этому не только верим, а именно всегда, ежегодно мы берем. Вот недавно наш национальный праздник СССР прошел. Мы солнце встречаем, у воды и так далее. Вот эти все обычаи и так далее, они для нас очень важны, и я думаю, что и вам даст силу для того, чтобы идти вперед. Спасибо. Как прилетели, как здесь в Якутске у вас? Ну, мы уже второй день здесь, уже практически стали местными жителями, перешли. Ну, я перешел в другой часовой пояс, Виктор уже был в этом часовом поясе. Нет, ну, и, очень, конечно, порадовало гостеприимство, радушие, с которым нас встречали, провели всякие встречи, мы встречались с министром спорта, с замглавой правительства, конкурирующим спорт, с регулярными. Провели, как бы уже Виктор провел, встречи с детьми, мастер-класс. К сожалению, не было возможности провести ее на льду, поэтому основные тренировки в шорт-треке проходят на льду, и они проходят круглый год, но, к сожалению, летом льда нет, каток, там лед растапливает, сказать. Но провели подготовительные тренировки, которые тоже делают спортсмены каждый день, дети были очень довольны. Автограф-сессия, конечно, везде присутствует. Очень приятно, что Виктора, конечно, узнают на улицах, везде прямо все люди. Он действительно он герой нашей страны, человек, который открыл шорт-трек России. Вот. Но, конечно, одна из наших основных целей, которые мы преследуем по поездке сюда, это поддержать развитие шорт-трека в Якутии. И в том числе, конечно, очень важная вещь, которая необходима просто для того, чтобы он здесь развивался. Потенциал здесь очень большой. Я уверен абсолютно, что здесь много нераскрывшихся звезд. Может быть, не один, может быть, даже не один Виктор Ан здесь сейчас бегает маленький по улицам, который может быть стать чемпионом олимпийским, может, неоднократным. Но я очень важно, мы, так сказать, уже говорили со всеми, с кем встречаемся, мы говорим, что необходимо, конечно, желательно, конечно, новый, конечно, объект построить, ну или как минимум провести реконструкцию старого, чтобы он мог работать каждый круглый год, чтобы круглый год был лед, потому как в шорт-треке это крайне необходимая вещь. Ну а с своей стороны Федерация, Российская Федерация, у нас есть понимание, как оказать методическую поддержку, как работать с тренерами, повышать их квалификацию, программы методики, подготовки спортсменов, поскольку все-таки шорт-трек для России такой вид спорта достаточно молодой, и количество тренеров высокой квалификации, конечно, не хватает. Но, тем не менее, мы верим, что перспективы очень хорошие есть. Даже поскольку даже в текущих условиях определенный прогресс есть, потому что шорт-трек развивается в Якутии меньше 4 лет. Картина. Ну да, такая хорошая оценка, да.
У нас в планах ежедневно как раз строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и с катком. То есть это для города будет очень хорошее приобретение, и я думаю, что и количество ребятишек увеличится, которые будут заниматься этим. Конечно, Да, такой комплекс очень ждем этот комплекс. Да. Очень нужен. Пока сейчас идет разработка проектно-сборной документации, уже земельный участок определен, то есть перспективы такие надежные, хорошие есть. Хочется, чтобы, конечно, это реализовалось, как можно. Ну, на самом деле, действительно, вот вы правильно сказали, да, роль Виктора это очень большая. Я вот по своим внукам сужу, мой внук, ему 9 лет, ветеран, знает. Понимаете, да? Вся страна это знает. Да, вся страна Весь мир знает. Понятно, да. Да, он произвел такой фурор, поэтому, конечно, и интерес в целом к конькобежному спорту, к разным там видам, шорт-треку, просто это, мы думаем, что благодаря Виктору он и открыт в России, и во многих регионах. И, конечно же, интерес детей, он в первую очередь вот, ну, побудил Поджог, именно, да. поджег, да, именно вот Виктор. Это так и есть. Детонатор. Мы даже взрослые. А вот по Дальнему Востоку вы все, да, наши регионы обошли? Или Якутия одна из первых? Якутия одна из первых. Но это условно можно сказать. У нас в мае были перевыборы, фактически в новом моем цикле это первая поездка в регион в Якутии. Ну и каковы впечатления? Вот вы приехали, в хорошее время приехали, тепло. Время, да, жаркое. Жаркое время. Надо попробовать еще и зимой, конечно. Есть такие планы. Так и говорят, чтобы понять Якутию, надо приезжать 2 раза зимой и летом. Ну, вы знаете, что, скажем, глава города Якутска уже сейчас руководит регионом. Очень креативный, очень такой современный руководитель. И буквально в прошлом месяце, получается, нет, позапрошлый получается, да? Май получается, президент страны назначил его временно исполняющим региона. Сейчас регион в таком, скажем, непростом положении. И сейчас он посещает уже районы, ознакомливается с ситуацией. И, кажется, по-моему, завтра у вас запланирована встреча с ним, да? Да, планируется. Ясно. Константин Семенович, может что-то добавить еще? Так, уважаемые гости, я очень рад, что развитие спорта Якутии на земле якутской первый раз выступает нога 6-кратного олимпийского чемпиона. До этого за всю историю Якутии были олимпийские чемпионы, но был Александр Тихонов в советское время, он 4-кратный олимпийский чемпион. Но такой многократный, это впервые у нас на нашей земле, это очень нас радует. И просто я хотел бы, Виктор, это мы прекрасно знаем, это Виктор, это победа, а фамилия Ан, это по-якутски, это двери у нас, это двери победы. Поэтому то, что Виктор у нас приехал в Якутию, и всегда мы верим, что основными законодателями моды шорт-трека в мире являются это корейцы и китайцы. И мы сюда, ты тоже себя считаем близкими к этому, и поэтому тоже рядом. Почему нам нельзя заниматься шорт-треком? И возглавить этот процесс И С вашей помощью. поэтому у нас то, что пока не хватает льда, вы сами прекрасно видели. Самого главного. Льда не хватает. Мы у нас чемпионаты города Якутска по хоккею проводим, игры проводится час ночи, играют команды, вот там и фигурное катание, хоккей, дети, и шорт-трек еще там тренируются, поэтому льда катастрофически не хватает. Но то, что эти планы «Газпрома» исполнятся, или еще, тогда у нас будет еще другой комплекс. Не знаю, то
наши дети очень заинтересованы в шорт-треке. Надо не ждать «Газпрома», надо еще... Мне кажется, надо поторопиться. Надо строить еще один. Все равно не хватит. Да, потому что для сравнения, для вот этот зимние спортивные игры, ну, спартакиада зимняя Якутия была позапрошлом году, еще до этого была, и включили программу «Шорт-трек». Это после победы ветерана, там решили программу, ну, не смотрели программу «Спартакиада», «Шорт-трек». И первый, когда мы улицы приехали, ну, там смешно было, как то хат-хат пришли, на хоккейных коньках бегали, беговых коньков не было, но потом, в прошлом году уже картина другая. Там смирно очень сильные были ребята, шахтеры, там мастер спорта, они воспитали мастер спорта России, были там кандидаты, и они намного на 3-4 круга обгоняли наши. А потом вот в позапрошлом году уже картина другая, наши ребята позанимались, уже пошли наши дети тут неплохо. И поэтому... Чуть-чуть занимались, еще ничего толком не делали, а уже приблизились. Это говорит об огромном потенциале. Поэтому мы считаем, что это, если возьмутся серьезно, у нас тоже должны быть результаты, но хотя бы на уровне России. До уровня Викторовича далеко. Но еще раз поздравляю с приездом в Якутию. Приятных времяпровождений и еще. С легкой руки Константина Семеновича мы открываем дверь победителя. И вот желание было видеть вот это вот, то, что вот вы приехали летом, если лед был бы, и все мечтают видеть Виктора вот это. На вираже обгоняет, вот это на Олимпиаде мы же видели еще. Маленькая щель остается, он туда прыгает, обгоняет их, на вираже обгоняет. Вот это вот его коробку увидите, а тут не получилось. Но это начало. Я думаю, что обязательно приедет это еще. На открытие. Одно условие пожелания. Есть закономерность, человек всегда приходит там, где побывал. Поэтому очень надеемся, что Виктор приедет, покажет свое мастерство. И, конечно, мы будем очень рады. Потом после той спартакиады у нас член сборной команды Паня Школьник, он поучаствовал, занял 3-е место. И после этого загорелся с этим шорт-треком. Сейчас он бросил учебу здесь, сейчас он учится в ВОРе в Подмосковье. В Коломне. Там он учится. Поэтому есть, сначала есть, что-то должно быть. А сейчас два студента училища Олимпийского резерва как раз поступили в прошлом году и профессионально занимаются, что в будущем они стали тренером. Может быть, даже Потапов Марк имеет хороший потенциал, очень похож на ветерана по технике, и он вообще горит желанием ветерана как своего кумира. И пользуясь случаем, я уже вещь, благодарю за ваш прием. И хочу выразить от лица общественности, общественной организации «Фира Шорт-трека» о том, что пожелания населения города Якутска, молодежи, видят о том, что они хотят видеть новый ледовый дворец. И я думаю, в связи с предстоящими выборами надо пересмотреть программу непосредственно, ускорить строительство Ледового дворца. И мы сегодня лично президент Союза конкурентов России, посещая своим вниманием, оказывать Якутии и городе Якутске, это, мне кажется, стоит многого. И такой поддержкой, мне кажется, строительство ледового катка, мне кажется, надо поставить во главе угла. И это даст новый толчок. А Союз, мы, Федерация, совместно с США, обещаем дать определенные результаты не только на уровне Дальнего Востока, который мы уже сейчас уже придем, уже за 2-3 года придем. И мы дадим результат на уровне Российской Федерации, и последующем видно будет. И мы не зря говорим о том, что не зря первое лицо Федерации шорт-трека, конькобежного спорта, господин Кравцов, выражает потенциал и видит потенциал в Якутии. С такой поддержкой мы хотели бы попросить вас обратить внимание на это. Конечно, конечно. Это очень серьезный аргумент. Александр Александрович сейчас в свете предстоящих выборов решил баллотироваться на пост мэра
И я думаю, что это Александр Александрович возьмет, как говорится, по вооружению, хотя у нас проблем хватает. Но... Я перепасую. Нет, там же этот процесс можно начинать потихоньку. Там можно будет проговорить вопрос о софинансировании федерального, да, там, ФЦП спорта можно включить, мы будем говорить там, с Колоковым, с отличным. Есть специальный проект, федеральный проект, да, спортзала. В этом отношении, да, федеральный. Да, ну, то есть какой-то там важно, чтобы была инициатива региона, что регион говорит, что я готов, там, я делаю то, я делаю проект, я выделил землю, там, финансирование. У нас Тут много же достаточно, то есть может быть привлечь какие-то крупные компании, которые работают в регионе. Да, да. То есть, в принципе, там же масштабы этого проекта, они не такие там, катастрофические. 600, пару детских садиков. Сейчас мы рассказывали про программу, которая у вас есть. То есть порядка, может, 1 600 000, можно вложиться там. Не какой-то там супер дворец на 15 000 зрителей, это не обязательно. 1500 достаточно. То есть зрительские, конечно, надо предусмотреть места, не чисто тренировочные делать. Это, ну, намного будет дешевле и все, и в обслуживании он не такой дорогой. А туда потом, ну, понятно, вы сами знаете, что там очередь будет стоять, сколько не построить их, катков будет очередь стоять на них круглосуточно. А вообще это стандартный каток, да? Да. Конечно. Он абсолютно стандартный каток, на который тут же, конечно, побежит сейчас хоккей, скажет, ну, Фигурное катание. ну, да, соответственно, что, ну, и там ночная лига, и, значит, хоккейный, если у вас клуб есть, то вы, конечно, сразу протянут дорогу. Это вот самое опасное, конечно, они потом изберут уже все. Но там фигурное катание, оно может сочетаться с шорт-треком вполне, они вообще коммерческие, там идут все эти секции. Вот, там, в принципе, он мультифункциональный, а потребность колоссальная. И зимой, и летом он никогда не будет простаивать. Очень экономичный вид спорта по сравнению с хоккеем. Хоккеистов, понятно. Это Дело такое. Я не зря сказал о том, что вот по физиологическому, наверное, типу, да, а вот именно нас, северян и так далее, мы должны развивать те виды спорта, которых мы можем, да, действительно что-то показать, да? Да, я думаю, что... Вот, например, вот волейбол взять, да, они говорят о том, что, ну, в классическом волейболе, ну, в силу роста и так далее, маловероятно. Вот, а вот по пляжному волейболу говорят, вот на пляжный волейбол, да, Константин Семенович говорит, что здесь мы, народ Сахары, можем какие-то результаты показать. Я думаю, что в шорт-треке очень высокие шансы найти здесь действительно как бы звезд. Ну и опять же люди готовы будут целеустремленно тренироваться, готовиться. 8 олимпийских медалей разыгрывается в шорт-треке, а планируется еще там включение дисциплины смешанный релей, смешанные эстафеты, еще 9-я медаль. Вот то, что зимнюю спартакиаду включили, это здорово же. Это тоже есть развитие. Шорт-трек очень сейчас развивается, очень популярен. Он реально, это вид спорта, который люди будут приходить и смотреть его. Потому что его смотреть, когда ты начинаешь его смотреть, его даже по телевизору не так интересно смотреть, как вживую, да. Потому что по телевизору ты не видишь всей как бы, картинки. Там камера ведет, там первого вдруг бас, там Виктора не было, а тут он есть. Где взялся, непонятно. Первое, что я начал смотреть, это вот какова там тактика, да? Да, там нужно, там не только физика, не только физиология, но и понимание. Вот, как Виктор выиграл 500 метров в Сочи, это же стратегия, тактика, построение с учетом всех психологических особенностей, которые данного соревнования, с учетом того спортсменов других, которые там были. Как использовать тот ресурс, который есть у тебя. Там, это очень интересно. Он близок к игровым видам спорта, шорт-трек. Классические коньки – это
так сказать, другая вещь. А здесь он и контактный, и игровой, и там очень, очень интересно, очень увлекательно. А республика вся будет, потом забудет вообще про хоккей, будет все только что смотреть вообще. И футбол даже смотреть не будет. Ясно. Ну, мы сейчас футбол смотрим. Ну, сейчас все ждем. Сейчас, конечно. Надеемся, что финал выйдем после испанцев. Да, до испанцев там видели транспарант. Мы рождены, чтобы сказку сделать мы. Сделали. Ждем продолжения. Ну, сейчас у нас мотивация сильная после Испании. Как страна. Уже они уже просто превзошли все, что можно было ожидать. Главное, психологически не сгорели. Все нормально. Недолго осталось ждать. Может, Виктора Анна послушаем впечатление? Скажет, да? Просто я, конечно, ходил первый раз, там, просто очень приятно, люди теплые. Еще там, если там даже если строить каток, ну, конечно, я еще приеду, Джима, хочу попробовать, там, минут 6. Интересно, да, просто. интересно, да. Поэтому, да, ну, не знаю, я очень рад, что с детьми я вместе там сегодня еще там 2 часа там дня. Но все равно, если тут тоже хорошие там условия там для них, я думаю, что они тоже могут там стать хорошим уровнем, там, чемпион мира, еще могут чемпион, олимпийский чемпион. Поэтому... А вы сколько лет занимаетесь, Виктор? Мне 7 лет. 7 лет? Да. Уже у меня 25 лет. Занимаюсь. Ясно. Юбилей. Ну, Виктор Анна, мне кажется, обещал еще 2 цикла, олимпийских цикла. Быть спортсменом, я так понял. Нет, пока мы на эти темы не шутим. Ну, я думаю, вот Алексей Юрьевич, они примут решение. Мы надеемся на это, что будет флагманом Виктор Анна в России. Он уже герой, но очень похвально, что он приехал к нам в гости. Да, это очень хороший визит. Очень радостно. Плохо, конечно, чуть национальным праздником вообще было бы, да? Ну, хорошо, что вы выкроили время. У нас накануне есть такой фестиваль, зима начинается с Якутии. И там есть одновременно идет вкус Якутии, да, гастрономический фестиваль. И я думаю, что следующий визит надо обязательно поймать. Нет, это У нас 1 декабря началось. 1 декабря. 1 декабря каток построить. Не, ну там катки уже будут обеспечены. Катки там уже минус 30 будет. Если у Виктора... Весь город будет каток. Если Виктор желает кататься вот минус 60, это, наверное, приближенные условия к этой дате будут уже. Можно мы там специально, если будет такое желание. У нас есть озера вот, на территории города, да, где мы специально делаем каток для того, чтобы народ отдыхал. Мы специально можем сделать так, чтобы вот, Виктор именно желание Виктора исполнилось, как говорится. А у других какой? Тоже первый раз, да, в Якутии? Или... Да, первый раз. Ясно. Но попробовали национальную кухню? Да, конечно. Все богатырский напиток попробовали, наверное? Ну, прямо в аэропорту начинались. Нет, очень приятно здесь, очень гостеприимно, радушно. Здорово.
Мы очень рады, что такое впечатление есть у нас. Я думаю, что оно останется. Мы действительно рады гостям всегда. На праздник СЭП у нас тоже приезжает с разных уже уголков, не только нашей страны, но и всего мира. Нынче были гости с Кореи, из Китая, это уже постоянно бывает, да? С Японии. С Японии, с Израиля, с Соединенных Штатов Америки, Польши, Венгрии, 12 с лишним стран вот только зафиксировано. Кроме тех, которые приезжают сами, это уже, как говорится, одни боги знают, как говорится. В свое время даже африканцы были со своими там-тамами. Зимой? Нет. Ну вот как раз он на встрече солнца на цехе нашем. Ну, большое спасибо, Дмитрий Ильич, за прием. Александр Александрович. Вы ничего не попробовали, хотя бы действительно, может, хумус. И мы хотели попросить автограф, да, если можно. Мы же сказали, автограф сессии. Автограф сессия. Уважаемые друзья, мы в Якутии, вы знаете, да, здесь мамонты раньше жили, они, к сожалению, не дожили до наших времен, но мы сейчас их находим, и наши косторезы делают такие, скажем, произведения. И мы хотели бы, мамонт у нас символизирует вечностью, да, вечностью. И мы хотели бы вот Виктору вручить такой скромный сувенир. Спасибо. Мамонты не выжили, люди выжили. Люди не мамонты. Алексей Ильич, то же самое, такой же мамонт, как говорится, на память о нашей встрече. Да, и мы давайте сфотографируем. поскольку мы хотели свои эти вручить, да? Я хочу вручить вот эти сосуды, которые символизируют благополучие, благоденствие. Это наш национальный сосуд. Чарам называется. Он однозначно приносит благополучие. Поэтому обязательно, что такое благополучие? Еще раз, пока Сан Саныч Комплекс всех понятий, в том числе и победа. Да? Поэтому Виктору давайте вручим. Ну, наш герб это. Старинный наш герб, мы вернулись к нему. И Соболь. Когда-то был утвержден Екатериной II. Да, вот совершенно верно. 1700, по-моему, 38, не помню. 32-е. Пожелания новых побед. И, естественно, благополучия и благоденствия. Царство. Это представительного органа связи. Общая фотография, пожалуйста, да? Ну, давайте. Сюда придержите, там тесно. Улыбаемся, радостные, с огоньком в глазах. Посмотри на меня. Раз, два, три. Есть. И все. Спасибо большое. Спасибо. Удачи и победы. Спасибо.
Виктор? Вот сюда, с Виктором, да, давай.